12 июня мы отмечаем главный государственный праздник – День России. И в канун этого дня мы пригласили в студию Алексея Еремеева, председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Алексей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Что для вас, как для политика, как для гражданина, значит этот день? 12 июня – это наш государственный главный праздник, День образования современной России. В 1990 году, вы знаете, что была объявлена Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. И с этого момента позднее этот праздник стал выходным, и мы отмечаем его как День России. Какие события происходили в начале 90-х годов, мы все знаем, в конце 80-х. Наша великая страна, Советский Союз, к сожалению, распался. И в этих условиях Российская Федерация была вынуждена идти своим путем. И с этого момента мы строим новую Россию, которая уже сейчас стала на ноги. И вы знаете, что с 2003 года этот праздник является у нас государственным праздником и объявлен выходным днем. Вы являетесь профессиональным политиком. Вот как вы оцениваете современную ситуацию в стране и в мире? Сейчас у нас, вы знаете, это непростое время. Идет специальная военная операция на Украине. Западный мир проводит санкционную политику, беспрецедентное давление на нашу страну, санкционное давление идет. Но мы должны понимать следующее. У всякой страны, которая является суверенной, есть национальный интерес. А у такой страны, как Россия, которая имеет такую огромную территорию и обладает практически третью мировых природных ресурсов, и находится на стыке между Европой и Азией, у него, конечно же, всегда были, есть и будут свои национальные государственные интересы. Многие сейчас не понимают, почему у нас происходит специальная военная операция на Украине, но мы должны понимать четко, потому что, к сожалению, руководство Украины, современное руководство Украины заняло откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, а военный блок НАТО вплотную приблизился к границам нашей Родины. Поэтому и такая вот ситуация не могла продолжаться. И я считаю, что совершенно верное руководство страны, наш президент Владимир Владимирович Путин приняли правильное решение и проводят специальную военную операцию только с целью для того, чтобы предотвратить угрозу для нашей страны. И мы, граждане, это должны понять, и руководство республики понимают это прекрасно, а граждане Российской Федерации, проживающие на территории нашей республики, должны это понимать очень хорошо. 2022 он особенный для Якутии. Это и столетие образования якутской автономии, 390 лет добровольного вхождения Якутии в состав Российской Федерации, 30-летие принятия Конституции Республики Саха-Якутия. Вот с какими успехами Якутия встречает День России? У нас 27 апреля мы отметили официально. Сейчас у нас впереди ожидает национальный праздник ИСЭХ, посвященный столетию нашей республики. Пользуясь случаем, я бы всех хотел поздравить с этим знаменательным юбилеем. Вообще это столетие, это, конечно же, грандиозная дата, это веха, это рубеж. И я особо хочу подчеркнуть, только в составе России такие народы, как якутский народ, такие народы, как Татарстан, Башкирия, Чечня. У нас 22 республики в составе Российской Федерации имеют свою государственность и имеют возможность развивать свой язык, культуру и отмечают столетие начала своей государственности. Мы это должны прекрасно понимать. Нет нигде в мире другой страны, нежели чем Российская Федерация, где сполна народу могут реализовать свой потенциал. И мы очень гордимся этим. А столетие республики у нас в этом году очень много республиканских мероприятий, которые проводятся на уровне улусов, на уровне наследников. Вы знаете, кто отцы-основатели у нашей республики. Это прежде всего Максим Кириллович Амосов. И мы должны сказать, что сегодня готовимся к юбилею 125-летия Максима Кирилловича, который будем отмечать в декабре. Платон Алексеевич Аюнский, Степан Максимович Аржаков и Сидор Никифорович Бараков. Это отцы-основатели нашей республики, имена которых золотыми буквами вписаны в историю нашей республики.
Мы не только должны отметить юбилей, мы должны сделать многое и в народном хозяйстве, своим трудом для того, чтобы достойно встретить юбилей. Есть у нас планы, о которых знает вся республика. Я желаю всем гражданам, всем жителям нашей республики, чтобы эти планы были выполнены. Завершается весенняя сессия работы Государственного собрания ЛТУМЭН. Вот какие ее главные итоги? Весенняя сессия, Государственное собрание ЛТУМЭН Республики Саха-Якутия, она работает в тесной связи с главой республики Асеном Сергеевичем Николаевым, с правительством Республики Саха-Якутия. Вы знаете, что мы вынуждены были корректировать государственный бюджет Республики Саха-Якутия практически на 12 миллиардов рублей в связи с теми санкционными последствиями, которые у нас проводят в отношении нашей страны западные страны, так скажем, недружественные страны. И это мы сумели сделать. Сейчас социально-экономическая ситуация в Республике Саха-Якутия стабильная. Весь план по законодательному обеспечению нашей республики, он в принципе выполняется. Кроме того, выполняются и другие формы работы парламента в виде парламентских слушаний, круглых столов, правительственных часов. И это тоже мы подводим сейчас итоги. Практически он выполняется. То, что мы приняли в ноябре прошлого года, он в весенней сессии выполнен. Из особо значимых законов я хотел бы отметить, это прежде всего мы пришли к единому пониманию с федеральным центром по отдельным статьям Конституции Основного закона республики и приняли официальное толкование по статье Конституции Республики Саха-Якутия, касающейся его территориальной целостности. И это нам помогло мы смогли достичь того компромисса для того, чтобы не вносить соответствующие изменения в основной закон и в Конституцию. Второе, это глава Республики Саха-Якутия инициировал проект конституционного закона, согласно которому отныне с 1 января, 2023 года у нас все законы будут приниматься на двух государственных языках в Государственном собрании ЛТУМЭН. В первом чтении мы его приняли 28 апреля, а вот 14-15 июня мы будем принимать его во втором и окончательном чтении. Я думаю, что коллеги поддержат нас, и этот закон будет вступать в силу с 1 января 2023 года. У нас много законов, которые касаются бюджетного устройства, бюджетного процесса, потому что и налоговой политики, которые диктуют само время и те обстоятельства, о которых я говорил выше, и мы вынуждены корректировать наше республиканское законодательство в этой сфере. Ну и, конечно же, это поддержка, социальная поддержка по малоимущим семьям, семьям, которые имеют прожиточный доход ниже минимума, установленного у нас в целом в стране и в Республике Саха-Якутия. Те социальные выплаты, которые предусматриваются из федерального бюджета, из республиканского бюджета, это, конечно же, мы вовремя все это скорректировали. Ну и последнее я хотел бы сказать, это та государственная поддержка в виде налогового законодательства, налоговых преференций, отдельных дотаций и субсидирования из государственного бюджета республики, это малому и среднему предпринимательству, для того, чтобы у нас люди, занятые в этой сфере, имели государственную поддержку. Все это делается, конечно же, нормативными актами и законами республики. Государственное собрание ЛТУМЭН республики держит руку на пульсе. Алексей Ильич, в завершении нашего разговора у вас есть возможность поздравить наших телезрителей с Днем России. Уважаемые телезрители, уважаемые земляки, уважаемые жители нашей республики, я искренне от имени Государственного собрания ЛТУМЭН Республики Саха-Якутия от себя лично поздравляю с нашим главным государственным праздником нашей страны, Днем России. Россия была, есть и будет великой державой. У нее есть замечательные традиции, истории, у нее есть славная история, великая культура. И сегодня мы должны быть уверенными в своей стране, потому что наша Россия, она то, что она делает сегодня, она делает только в защиту своих граждан и своих национальных государственных интересов. И мы должны помогать руководству республики, помогать ее армии, трудом, учебой,
каждодневным, своими достижениями, своими успехами. Будьте патриотами и достойными гражданами нашей великой страны. Счастья, здоровья, мира и благополучия всем вам и вашим близким. Большое спасибо за такие прекрасные слова. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в канун Дня России был Алексей Еремеев, председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Это было актуальное интервью. Всего доброго.